Добрый вечер. В прямом эфире нашего телеканала спортивный проект «Передача». В студии Илона Засухова и Батрас Илаев. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем о самых интересных спортивных событиях минувшей недели. И начнем, пожалуй, с турнира по борьбе, который на днях завершился в Дегорском районе. В спорткомплексе Дегоры состоялся турнир памяти Султана Бердиева. Участниками соревнований могли стать не только спортсмены нашей республики, но и других регионов и даже соседних государств. Так на ковер вышли борцы из Армении и Абхазии. Традиционно на соревнованиях за пальму первенства борются юноши до 16 лет. Для одних турнир – возможность в очередной раз проверить свои силы, а для других – возможность завоевать новые кубки. В каждой схватке чувствовался сильнейший эмоциональный накал, особенно когда на ковер выходили местные борцы. Этот турнир проводится уже 8-й год. Он посвящен памяти Султана Бердиева, который с 1997 года по 2003 возглавлял администрацию Дегорского района. Местные жители про него говорят: он пример нынешним руководителям района. Подобные соревнования – дань уважения Султану Бердиеву. Это замечательное мероприятие, признак того, что Султан Петрович остался среди нас. Он замечательный человек до сих пор и дальше будет жить среди нас не только своей памятью, а теми хорошими делами, которые он совершил при жизни. Накал страстей на ковре сказывался и на характере схваток. Практически в каждом поединке рефери прибегал к просмотрам видеоповторов. Победители турнира получили денежные призы и памятные награды. Георгий Гасиев, Алан Суанов специально для передачи. На минувшей неделе сразу два представителя Остинской школы, спортивной школы, завоевали золотые медали юношеских Олимпийских игр. И это, естественно, достойный результат, который мы не могли обойти стороной. И наши золотые медалисты сегодня у нас в гостях. И не одни, мы рады видеть их в нашей студии. Борец вольного стиля Сергей Козырев, дзюдоистка Ирина Хубулова, а также тренер Ирины, которого мы тоже рады представить, Станислав Косой. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, в первую очередь, спасибо, что пришли. И поздравляем с этим замечательным результатом. Вся республика за вас болела, и вся республика очень сильно радовалась, когда узнала, что два олимпийских чемпиона среди юношей у нас уже есть. Ребят, тяжело было? Ну, так. Нелегко. Да. Что было самое тяжелое? Ну, понимаю, что уровень высокий соревнований, что там люди со всего мира собираются, но все-таки... Ну, было волнение, потому что это соревнование такого уровня, ну, как сказать, по схваткам, по соперникам не так уж было тяжело, потому что бывают соревнования, где участников бывает больше, чем было здесь, но это были, как сказать, Олимпийские игры, как говорится, и просто было волнение такое вот. И ответственность выше, да, наверное. Да. А вот какие ощущения были после того, как вы одержали победу? Просто Олимпийские игры вам... По 17 лет, если я не ошибаюсь. Да. 16. 17. Нет. Даже 16. Ну, не знаю, как-то... Я понимаю, что это всего лишь юношеские Олимпийские игры, поэтому стараюсь не задирать нас. Вот когда выиграю взрослые Олимпийские игры, это будет другое дело. То есть цель есть? Да, конечно. Ну, вам каково-то было там? Ну, конечно, приятно было. Вдвойне приятное было то, что там порадовал близких, семью, республику, державу, можно сказать, и это было замечательно. Ирин, вот сегодня с нами сидит ваш тренер. Я понимаю, что при своем наставнике говорить немножко неудобно, но какой вклад он внес в вашу победу? Самый большой, наверное. Больше него никто не вносил в меня вклад в эту победу, потому что этот человек, он, ну, я, можно сказать, ему обязана всем. Я так понимаю, это первый тренер ваш? Первый. Это первый и единственный тренер? Последний. Станислав, мы ждем победу уже в будущем на взрослых Олимпийских играх, правильно? Надеемся, все для этого делаем. Ирина упорно работает, и к этому она идет и трудится полной отдачей. Как встречали наших чемпионов, мы сейчас посмотрим. Есть видеокадры. Предлагаю прямо вот здесь на плазме посмотреть на это.
Да, министр спорта сейчас на наших экранах, Хасан Бароев, другие лица. Ну, все-таки, наверное, это очень приятно, когда вы возвращаетесь, самолет садится в аэропорт, и на выходе вы видите людей, которые безумно рады вас видеть, и поздравления эти. Конечно. Но заслуженно. Ребят, у нас есть наш Инстаграм. Отвлекусь сейчас от плазмы. Страничка в Инстаграме передача _, Иристон. И наша рубрика, в которой мы фотографируем наших олимпийских чемпионов. Вы можете задавать любые вопросы. Да, сейчас Илона как раз фотографирует наших гостей, и под фотографией можно оставлять комментарии. Самые интересные из них прозвучат в прямом эфире. Нет. Широкопрофильно, да. Илон, вот как будто ты сама не фоткаешься, слушай. По горизонту называется. Ты на телевидении Ну, работаешь. прости, пожалуйста. Так вот, ребят, хочу задать еще один вопрос. Юношеские Олимпийские игры. Готовность к ним, наверное, ну, как я уже сказал, это большая ответственность, чтобы не подвести республику, чтобы в будущем был какой-то задел для того, чтобы о вас говорили как о кандидатах на участие во взрослых Олимпийских играх. Но по факту, когда это может состояться, когда мы можем уже думать, или, наверное, скорее к тренеру вопрос, думать о взрослых Олимпийских играх? Ну, мы о них думаем и сейчас Ирена уже с этого года переходит в молодежную команду, а там уже будет привлекаться к взрослым турнирам. Будут сейчас такая политика в российском дзюдо, давать молодым шанс, пробовать их, выставляют на ответственные соревнования, кубки, и в зависимости, как себя покажешь, там уже можно будет и говорить, когда это будет, допустим. Но готовится она, цель именно такая, взрослые Олимпийские игры для любого спортсмена. Сколько лет надо заниматься, чтобы стать уже победительницей в юношеской Олимпиаде? Вот, Ирин, пока тебя спрошу. Ну, мне будет 26 октября, ровно 8 лет, как я занимаюсь дзюдо. Ух ты. Сергей. Я 9 лет уже занимаюсь. Интересный факт. Ты знаешь, что на Олимпийских играх Ирена суммарно провела на татами 3 минуты. И последняя схватка у нее длилась 43 секунды. Я права? Да. Это почему так стремительно? Я не специально. Пришел, увидел, победил? Торопилась, да. Нет. Я всегда настраиваюсь на долгую схватку, то есть я не настраиваюсь, что вот я выйду, сразу там брошу и все. У меня бывает так, то, что упорная схватка будет долго, но получается очень быстро. Соперники слабоваты. Не знаю, наверное, соперники бывают сильные, наверное, просто... Просто ты сильнее. Я не люблю хвастаться. Ну, по результатам мы, в принципе, это и видим. Сергей, Илон, Нет. не перебиваю. Батрас. Знаешь, как бывает, когда разговаривают люди так, Илона, Батрас, когда в кадре. Знаешь, вот в новостях такое бывает. Да, знаю. Поэтому твоя очередь. Хорошо, спасибо. Мы видим тренера Ирины, но, Сергей, я хочу спросить про тех людей, которые внесли вклад в вашу поддержку. Один из них сегодня, знаю, вот за студией болеет за вас, сидит там где-то, смотрит по телевизору, наверное. Расскажите про них. Ну, хочу сказать огромное спасибо тренерам, это большой труд. Моим самым первым тренером был Аслан Плиев, это у него я начал тренироваться. И он, наверное, для меня очень много сделал. Хорошая школа борьбы, и потом уже я перешел к Анатолию Хугаеву и к Арсену Келихсаеву, они работают вместе. Такой вопрос, что важнее? Тот человек, который бывает твоим первым тренером, наставником, то есть тот, который изначально формирует твой характер, или дальше тот человек, который тебя ведет? Ну, я не могу это сравнить никак. Равнозначно. То есть это две Ну, составляющие, неотъемлемые друг от друга. Да. У меня вопрос к Ирене. Ирена ведет зачастую агрессивную борьбу, я так поняла, ну, раз в первые минуты, и ты уже всех ложишь на татами. А какая Ирена Хубулова в жизни? Я, наверное, добрая. Добрая же. Да, я добрая. Добрее, чем на татами. Да, не такая агрессивная в жизни. Ну, на самом деле, такой стиль мне привил мой тренер, потому что он говорит то, что он также боролся, и он мне это все передал. А в жизни я просто, не знаю. То есть это определенная тактика. А не будет ли такого, что соперники могут воспользоваться этим?
тянуть время, а дальше Ну, уже... это уже, как сказать, ну, может быть, по-разному может быть схватка. Схватка может сложиться абсолютно, как сказать, непредсказуемо, но если ты уверен в своих силах, то есть она на большую часть сложится в твою сторону, естественно. Вот. Есть еще одна хорошая новость, которая совсем недавно к нам пришла. Ирина Макеева, это наша прославленная чемпионка по армспорту, стала 21-кратной чемпионкой мира по этому виду спорта. И мы ее поздравляем сейчас. Остановится? Как ты думаешь, сколькикратная чемпионка она будет? Я не знаю, но 21 это не предел. Если она захочет, она еще будет много-много лет всех выигрывать. Это я точно знаю, абсолютно. Но она, когда бывает уже на этих соревнованиях, она в основном, ну, понятно, что едет за победой, побеждает, приезжает. Но в городе, где она бывает, всегда бывает что-то интересное. Она всегда смотрит, что там есть. Вот у вас в Буэнос-Айресе что было интересного? Расскажите про это. Рассказывай. Ну, так, всякие развлечения были на территории Олимпийской деревни. Всякие концерты, дискотеки были. Ну, честно сказать, сам город, нас тут повели на экскурсию, и, то есть, как сказать, не было ничего прям, чтобы вот как красиво, как интересно, такого не было. Ну, просто нам в деревне в Олимпийской такой, как сказать, комфорт сделали, то что там было очень весело и только в деревне. А еще там стейки вкусные, но мне не понравились. То есть вы за пределы не выходили? Выходили. Я сейчас хочу объяснить еще один момент. Вчера мы запускали анонс о том, что сегодня в нашей студии, помимо наших гостей, будет еще и Мурат Гасиев, наш прославленный чемпион. Но, к сожалению, у него не получилось в силу независящих ни от него, ни от нас обстоятельств. Сегодня его в этой студии нет. Но, тем не менее, недавно наша съемочная группа побывала на турнире по боксу, который был организован Гасиевым. И вот что мы там увидели. Во Владикавказе стартовал открытый турнир на призы Мурата Гасиева. Это первое состязание имени боксера. Поучаствовать мог почти каждый желающий. В турнире приняли участие почти 40 спортсменов. Возраст юношей 12-13 лет. Соревнования прошли в спортивном комплексе «Динамо». Мероприятие посетили именитые спортсмены, представители правительства и городской администрации. Много людей было и среди зрителей. Мурат Гасиев поделился, что очень давно хотел сделать такой турнир, но не было возможности. Юные спортсмены были в восторге от того, что увидели своего кумира. Правда говоря, Гасиев замотивировал. Гасиева увидел в первый раз, и у меня как-то был шок. Вроде бы все тренера говорят, что когда ребятам объявили, что будет турнир, все обрадовались и пошли быстро медицину сдавать, диспансер, справки собирать, чтобы поучаствовать. В будущем планируем приглашать гостей соседних республик и набирать обороты. Мы возвращаемся в студию, и теперь самое время, наверное, обратить внимание на наш Инстаграм. Что там происходит? Ну, как ты видишь, у нас много вопросов. А вот тут Анетка Анна задает вопрос. Сразу после победы кому вы позвонили в первую очередь? Я никому. Я знаю, что мама за тебя очень сильно болеет. Да, но ей сообщили все тренера, так что я никому не позвонила. Сергей? Ну, они сами смотрели дома эфир, и я до этого еще в интервью сказал то, что телефон включил, и там поздравлений много было. И первое сообщение, конечно, открыл от мамы. Она поздравляла, там радостная была. У меня вопрос к тренеру, если ты не против, конечно. Конечно. В последнее время представители нашей женской команды по дзюдо занимают первые места, очень показывают себя хорошо на татами. А вот мужчины как-то немного отстают. С чем это связано? Может, в крови? Я бы не сказал, что прям так отстают, но, наверное, бывает определенный у кого-то спад, у девушек, наверное, подъем. Догонят мужчины тоже, я надеюсь. Мне кажется, что мужчины на мировом уровне у нас именно осетины, как сказать, лучше выступают, чем девушки, потому что, как сказать, мужиков я больше знаю, осетинов, которые выступают на таком уровне, а девушек нет. Защищает. Правильно делает. Молодец. Еще вопрос вижу. Был ли мандраж на Олимпийских играх? Граф Цахилов спрашивает. Ну, мандража-то не было, но волнения были. И там, наверное, у любого спортсмена бывает. Справились, наверное. Поддерживаю. Вот 16-17 лет, да? На пути каждого, наверное, спортсмена встает вопрос: спорт или образование? Вы такие юные, и
Ну что вы выбираете? Что для вас важнее? Спорт. Сергей? Ну, я совмещаю и учебу, и спорт. Мне это Где не учитесь? мешает. В школе пока. 11 класс. Ирена? А я уже закончила 10-11 класс, но я не ходила в школу 10-11 класс вообще. Экстерном? Ну, у меня просто Заочно. хорошая школа, очень 28-я гимназия, и я училась тоже у нас в поселке, в Волхончевской школе, у нас тоже была очень хорошая школа, и как-то, не знаю, и там понимали, и в городской школе понимают, так что просто... С пониманием Да, отнеслись. да. А какие оценки ты получаешь? Ну, я так это часто не посещаю, так как возможности не бывает, то на сборах, то на соревнованиях. А по физкультуре? Двойки. Кстати, да, у меня тоже А как одноклассники реагируют на ваши успехи? радуются, у меня радуются. Я, наверное, тоже радуется. Не видите там за спиной вот эти завистливые взгляды вдаль? Не вижу, так как редко посещаю школу. То есть отношения у вас достаточно хорошие? Да, я со всеми дружу, и с учителями у меня очень теплые дружеские отношения. Я вижу вопрос из Инстаграма, очень интересный. К Сергею вопрос. Сейчас проходит Андеевский турнир. Вопрос к Сергею. Почему не участвует? Вот так. Ну, потому что я только позавчера прилетел, и после полета еще как-то даже не акклиматизировался там. Ну, мне трудно бывает акклиматизироваться, и пока отдыхаю, можно сказать. Ближайший турнир, в котором вы будете принимать участие? Ну, я пока не знаю, это будут решать тренера. Ирен, ну, на самом деле мы о вас уже слышали не один раз, последние громкие победы. Вот постоянно в новостных лентах пестрело. Ирена Хубулова выиграла там-то, Ирена Хубулова выиграла еще где-то. И мы пытались понять, кто же такая Ирена Хубулова. Вот сейчас увидели. Добрая девушка, которая сама говорит, что она добрая девушка. И красивая. И красивая девушка. Чем вы занимаетесь, кроме спорта? Я знаю, что Ирена еще ходит в бойцовские клубы, занимается кроссфитом. Да, нет, я в бойцовский не хожу, чисто кроссфит. Ну, то есть у меня еще есть тренер, это сын моего старшего тренера, тоже Станислав Косоев, и, ну, он занимается кроссфитом, и я могу, если тренер старше пускает, я могу пойти и, как сказать, заниматься. Это мы ходим в бункер, кроссфит-бункер. Да. А сколько у вас тренировок бывает в день? В день 2 тренировки. Это не опасно для такого юного организма? Нет, она же к этому постепенно доходит. Привыкла уже. Это... Привыкла? Да. А ты чем Илона, ты же занимаешься? сама занималась спортом. Да, у нас даже был момент, когда мы с Иреной в один зал ходили, я ее помню оттуда. Ух ты, но об этом поговорим после рекламы, не переключайтесь. Мы возвращаемся в студию и остановились на очень интересном моменте. Наша соведущая моя Илона, оказывается, ходила в один зал с Иреной. Ух ты! Да, когда Удивили вы Ирена меня. пришла в зал, я медленно положила гриф и тихо ушла. Ну, просто вот да. Не умеешь ты заниматься спортом. Или Ирена слишком хорошо им занимается. Есть еще в Инстаграме много интересных вопросов. И тут вопрос тренеру. Да. Прости. Какие качества нужно иметь в дзюдо, чтобы добиваться высоких результатов? Вы, наверное, как тренер уже видите в человеке какие-то перспективы. Это трудно увидеть, и это не скажет вам никто, что придя, увидя ребенка, сказать, что будет он там чемпион. Нет. Но самое главное, чтобы у него горели глаза, чтобы и ребенку это нравилось. И вот по Ирене, можно сказать, с первого дня, как она пришла, только у нее дзюдо и все, у нее все исписано дзюдо, было везде дзюдо. Ну, она действительно фанат. А качество, конечно, в любом спорте, вот Сергей здесь сидит, вольная борьба. Любой спорт, характер прежде всего и огромное трудолюбие. Без этого никакой талант, никакой это не поможет. Если у тебя не будет трудолюбия или характер не такой крепкий, стойкий, то спортом трудно добиться каких-то успехов серьезных. Ирен, почему вообще дзюдо? Ладно, я понимаю, почему Сергей выбрал вольную борьбу. Ну, титульный спорт для Северной Осетии, но почему дзюдо? Хотя тоже на лидирующих позициях. Я не знаю, у меня брат ходил, и я вот пришла, ну, как сказать,
даже не было в планах то, что там буду заниматься или еще что-то. Просто пришла и как-то понравилось. Я сидела сперва всю тренировку, смотрела, как они тренировались. И мне понравилось, я спустилась и начала умолять тренера, чтобы он меня взял. Но я так просила то, что он меня взял, как видите. А я вот не понимаю, почему Сергей вольная борьба. Я думаю, это Я вот не понимаю, почему не футбол? Я думаю, это не нужно объяснять все эти почему. Нет, давай ты объясни все-таки, почему не футбол? Футбол тоже у нас... Ну, не знаю, мне понравилась борьба, так как мои друзья там занимались, и мне тоже хотелось попробовать. То есть ты пришел за компанию? Да, получается так. И мне понравилось, и сначала были соревнования, там пару соревнований я проиграл, потом уже там занимал призовые места, и мне это очень понравилось, начал уже серьезно тренироваться. Ну, если для тех ребят, которые сегодня, допустим, идут в бокс, кумир, естественно, Мурат Гасиев, то вот для тебя, когда ты пошел на борьбу, кто был кумиром? Ой, я даже уже не помню, не знаю. Вот я тогда еще даже не смотрел вот схватки всякие, так не углублялся. Все боролись, и я пошел. Да. А на слуху никого не было? Вот ты не думал? Ну, говорили там о Хаджимурате Гацалове, там, о многих великих борцах. А так не смотрел схватки ни в интернете, нигде. Другие виды спорта, какие вам интересны? Не просто так спрашиваю, потом объясню, почему. Мне гимнастика и фехтование. И спортивная художественная гимнастика. Пробовала себя когда-нибудь в чем-нибудь? Нет. Сергей? Ну, не знаю, фехтование мне нравится тоже. Красивый вид спорта. Есть у нас еще видео. Это дайджест событий спортивных, которые происходили на прошедшей неделе. Давайте посмотрим вместе с нашими зрителями и потом снова вернемся к нашей беседе. В Северной Осетии прошли соревнования по мотокроссу, посвященные памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Организаторы подготовили трассу для так называемого суперкросса. От классического мотокросса этот вид отличается большим количеством трамплинов. В рамках соревнований прошли 2 заезда по 15 минут. Судьи выбрали победителей в 7 классах. Среди лучших были участники чемпионатов Европы и мира, представляющие разные регионы нашей страны. Уровень, конечно, гонщиков Юга России чуточку сильнее они, конечно, но мы, считаю, не уступаем. Вот если так тренироваться, то такая маленькая республика, как Северная Осетия, на протяжении многих лет становилась чемпионом Северного Кавказа. Бег ради жизни. Благотворительный марафон под таким символичным названием прошел во Владикавказе. Главная цель мероприятия – сбор денежных средств для детей, больных онкологией. Участники должны были пробежать от Чугунного моста до улицы Горького и вернуться обратно. Акция стала возможна благодаря общественной организации «Здоровая Осетия». Отметим, что всего в марафоне приняли участие около 100 человек. Остинские каратисты успешно выступили на турнире в Кабардино-Балкарии. Они завоевали 14 медалей. Открытый ежегодный турнир по карате посвящен памяти сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга. Соревнования собрали около 300 участников со всего Северного Кавказа. Сборная нашей республики завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 9 бронзовых медалей. Сейчас команда готовится к следующим соревнованиям, которые пройдут в ноябре в Карачаево-Черкесии. Перед соревнованиями был мандраж и как бы переживала внутри. Но потом, уже во время спарринга, когда уже начала спарринговаться и уже пошли баллы, все. Мы были в лучшую сторону, шли, было очень интересно. В принципе, хорошо прошли соревнования. Соревнования юных туристов проводятся во Владикавказе уже 55-й раз. В этом году в них участвует 120 ребят. Это школьные команды из всех районов республики. По условию состязаний участники должны были пройти веревочные переправы за максимально короткое время. Кроме этого, нужно было ответить на вопросы по истории родного края и проявить свои таланты в конкурсе походной песни. Лучшей команде достался главный приз – туристическое оборудование для будущих походов. Нам очень понравилось участвовать в соревнованиях по туристическому маршруту. Мы в прошлом году тоже участвовали, заняли 2-е место. И 1-е по краеведению нам очень понравилось, поэтому решили в этом году принять участие. Надеемся, что наша 4-я гимназия и в этом году займет какое-нибудь место. Возвращаемся в нашу студию, продолжается беседа с нашими уважаемыми гостями. И я вижу, в Инстаграме происходит много всего интересного. Понравилось ли им, как их встретили? Спрашивает Байсангурова.
Ну, конечно, понравилось, это очень приятно. Я бы сказал, это даже волнительно. Сергей, вам тут уже комплименты идут. Сейчас я зачитаю. Где-то здесь. Вас сравнивали с Нартом Сусланом даже вот здесь. Не нахожу этот комментарий, но было. Как вам такое сравнение? Феерическое. Буду стараться, скажем. Вопрос к Сергею. Сейчас проходит андиевский турнир. Почему уже не было. Участвуешь? Он не успел восстановиться. Да. Как настраиваетесь на поединки, спрашивает Смайли Кокаева. Не знаю, я вот, допустим, вот расскажу, там в деревне всякие дискотеки, там туда-сюда, развлечений куча было. Я старалась вот так вот идти, чтобы ничего не видеть, не знаю, потому что нужно быть собранным к соревнованиям. Это очень сильно отвлекает любые моменты, даже лишний раз по телефону поговорить с кем-то, там полазить это в Инстаграме, это тоже очень отвлекает, так что я Инстаграм убираю, я абсолютно все убираю и настраиваюсь. А помнишь, как Исимбаева настраивалась, когда она вот садилась под свое полотенце, пряталась от всех, вот что-то она там себе шептала? Ты не видела это на соревнованиях? Нет. Всегда вот у нее был такой особый подход. Наверное, у каждого спортсмена, да, что-то свое. Сергей, как ты настраиваешься? Ну, до соревнования пытаюсь, не думать о борьбе, пытаюсь отвлечься, прогуляться с друзьями там. А во время борьбы уже слушаю музыку, думаю о родных и настраиваюсь. Ира, ты как настраиваешься? Я вот, не знаю, как-то спокойно. Я просто не о борьбе думаю, то есть не о соперниках, там, ни о чем. Я просто так, вот что я, допустим, буду делать там, думаю, если попадется правша, что я с ним буду делать, там, варианты прорабатываю, допустим, и то не так, что прям за неделю, там, да даже не за 2 дня, вот, допустим, завтра бороться, я могу так полежать, так подумать, то есть это абсолютно разные чувства, когда человек горит, и вот прям о борьбе думает, то есть о соперниках, да, вот. Некоторые спортсмены пытаются, вот как Сергей говорит, там, отвлечься от борьбы, это тоже очень хорошо, так, расслабиться чуть-чуть, чтобы не думать. А я вот так вот как-то стараюсь больше о борьбе подумать, не то, что о соперниках, а именно, что я буду делать, свои действия, какие-то проработать в голове. Слово «борьба» услышал, сразу вмешиваюсь. Сергей, борьба, чемпионат мира, знаю, следил. Как тебе? Рад, конечно, что 4 золота в России и в моем весе выиграл Садулаев. И он взял реванш, он сказал, что отыграется, и сделал это. А как тебе выступление наших борцов? Мне понравилось очень, как выступил Заурбек Сидаков. Таймураз Фариф тоже борется за Испанию, тоже стал бронзовым призером. Хочу их поздравить. Заурбек Сидаков. Вот о нем мы должны, наверное, сказать особо. Хотя что там говорить? Давайте посмотрим. Сюжет моего коллеги Георгия Гасиева. В эти дни в Будапеште проходит чемпионат мира по борьбе. Первыми на ковер по традиции выходят борцы вольного стиля. В весовой категории 74 килограмма цвета национальной сборной защищает остинский борец Заурбек Сидаков. По воле жребия Заур попал в ту часть турнирной сетки, где фаворитов было достаточно. В 1/16 и 1/8 финала Сидаков легко прошелся по соперникам, одолев болгарина и кубинца. Но на четвертьфинальной стадии остинский борец вышел бороться против фаворита, американца Джордана Бороуза. Это была битва титанов, в которой никто не хотел проигрывать. За 8 секунд до конца схватки американец выигрывал со счетом 5-4, и Сидаков пошел в последнюю атаку. В полуфинале на пути остинского атлета стал титулованный итальянец Франк Чамизо. Тренерский штаб всерьез опасался шустрого и пластичного итальянца. Заурбек четко следовал указаниям Арсена Фадзаева, который в этот день был его секундантом. Итогом этого дуэта стала результативная схватка, но без нервной концовки не обошлось. В течение оставшихся 11 секунд Сидакову нужно было сдержать атаку могучего Чамизо. За один день Заурбек Сидаков вписал свое имя в историю вольной борьбы. Если сложить суммарно все титулы Бороуза и Чамизо, то на двоих они имеют следующие достижения: двукратный чемпион Европы, 6-кратный чемпион мира и олимпийский чемпион. Для Сидакова же этот чемпионат мира дебютный, а Олимпиаду он видел только по телевизору.
В финале Заурбек разделил ковер с борцом из Грузии Автандилом Кинчадзе. В главной схватке чемпионата Сидаков остался сконцентрированным и собранным. После первого периода на табло горел равный счет 2-2, но последнее результативное действие было за нашим борцом, поэтому он имел преимущество. Во втором периоде баллов никто не набрал. Сидаков успешно парировал все атаки Кинчадзе и в 22 года стал чемпионом мира. Я эту победу хочу посвятить Бесику Кудухову и моим близким. Георгий Гасиев, Игорь Икаев специально для передачи. Вот так, замечательная победа нашего соотечественника, замечательные победы ваши, ребят. Мы поздравляем вас, благодарим за то, что этим вечером вы были вместе с нами. Новых вам побед. Я хочу сказать спасибо за ваши победы и ждем от вас высоких результатов. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Мы прерываемся на рекламу, после которой снова вернемся в нашу студию. Не переключайтесь. И как мы и обещали, сегодня нас ждет интересная новая рубрика. Она называется «Из котлеты в атлета». И первым участником этого немного юмористического, но при этом по-настоящему спортивного проекта станет известный в республике человек. Директор Северо-Российского театра КВН Суслан Плиев. Приветствую. Добрый. Если бы вы мне сразу сказали, как называется рубрика, я бы не пришел. Ну, мы сами придумали это буквально. Вот сейчас. Прямо вот сейчас на месте. Но я думаю, что будет интересно. Ну, собственно, вот так эта передача снимается. Придумывают люди. На ходу, прямо из студии. А теперь объясню, в чем заключается суть нашей рубрики. Мы берем известного человека, в данном случае это Суслан Плиев, и в течение месяца он будет заниматься определенным видом спорта. Прекрасно. Великолепно. Каким мы узнаем в ходе слепого жеребия. А вот даже так? Ты про это мне не говоришь? Я хочу обратиться к зрителям, чтобы вы понимали, меня заманили на самом деле сюда. То есть мне сказали, что мы будем говорить о спорте. Вот. Я специально даже компенсировал отсутствие спорта во мне спортивной более-менее одеждой. Так говорить-то мы будем действительно о спорте. Окей, отлично. А потом не только говорить, но еще и делать. Я сейчас вытягиваю себе вид спорта, а потом месяц им занимаюсь. Да. И главное, через месяц вы должны показать какой-то уже результат. А вот моменты, когда я занимаюсь, вы тоже будете отслеживать? Каждую неделю. Каждую неделю мы будем показывать процесс тренировок, каждую неделю мы будем видеть все эти мучения. А если я со справкой приду или мама записку напишет, что я не мог? А мы не физра, у нас не понимает. Нет, тут не прокатит. Илон. Живой, значит, должен. Не показываешь, что там внизу. Так. Ну что ж, жеребий. Вы готовы? Момент истины. Барабанная дробь. А вы? Аккуратно. Аккуратно. Какой же вид спорта сейчас достанется? Художественная гимнастика. Я знала! Да нет, ребята, на самом деле бокс. Бокс. Давайте покажем нашим зрителям. Бокс. Вот, которая камера? Все, бокс. Вон, вторая камера. Теперь давайте на интерес другие тоже бумажки посмотрим, какие там были виды спорта. Давайте. И что же это? Керлинг. Гольф. Хоккей на траве. Ну, на самом деле, Суслан сейчас уже они врут на самом деле. На самом деле, здесь все были бокс. Мы решили сделать именно так. Мы решили выбрать именно бокс. И не просто так. Мы должны раскрыть секрет. Какой? Откуда у нас эти карточки? Откуда? Эти карточки нам прислал Мурат Гасиев. Я узнаю руку Мурата. Он как-то показывал мне, что вот он любит после боев, он рисует вот такие карточки и присылает их на Аристон ТВ. Точно. А знаете, кто будет вас тренировать? Я уже понял, кто будет меня тренировать, и это хорошо, конечно, но с другой-то стороны как-то мне прям неловко. Ну, сейчас эту неловкость исправим. Тренировать Суслана будет тренер Мурата Гасиева Виталий Константинович Сланов. Он сегодня у нас в гостях. Виталий Константинович, мы рады вас видеть. Прошу. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, тренер и ученик уже встретились, уже первая встреча. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы можем. Виталий Константинович, что ждет Суслана впереди? Расскажите нам. Ну, если мы говорим о подготовке к чему-то конкретному, к бою. К серьезному бою, который через месяц будет уже у Суслана. Надо готовиться соответствующе, надо серьезно подготовиться. Я думаю, тяжелые нагрузки. Я уже понял. Мы говорили еще, а кто будет спарринг-партнер? К чему мы готовимся? Я вот думаю, кто будет оппонентом в конце. А я думаю, мы нашли оппонента сейчас с вами.
Мы в разных весовых категориях. Илона занималась спортом. Илона, подожди. Нет, Батик, понимаешь как? У нас очень демократичный будет бокс. Нам все равно, в каком был ты весе до того, как будешь встречаться со мной. Потом тебе это будет уже все равно. То есть за месяц я наберу, да, я так понимаю? Не, ну это не серьезно. Так, нет? Нет. Оппонент должен быть конкурентный. Тут разные весовые категории. Таир Келихсаев. Да нет, Таир Келихсаев это тоже не совсем правильно. Не совсем правильно. Вы сейчас назвать какие-то страшные имена, я понимаю, что что-то надо мной сгустить. Понимаешь, у наших боксеров имена такие, чтобы сразу слышно было. Значит, послушайте, у меня большие связи в этом виде спорта. Мурат Гасиев у нас на КВН в жюри сидит. Завтра мы с ним сидим в жюри студенческой лиги, кстати, вместе. Вот. У меня там связи. Я прошу вот это учитывать. Виталий Константинович, жаль, у вас таких связей нет, как у Суслана. Уже есть. В КВН уже есть. Все. Ну, в общем... Кого выбираем оппонентом? Оппонентом? Ну, как это же не я выбираю. Вы выбираете. Мы ставим цель и соответствующую к данному противнику готовимся. Высокий, низкий, левша, правша. В общем, после первой тренировки мы выберем все вместе. А так это мы выбираем оппонента? Ну... Коллективно. Все, я понял. Ну, если так, то если не совсем серьезный бой, то можно и Таира Келихсаева поставить. А вот за месяц мы сможем сделать из котлетки... Атлет? Нет, подожди, что это? Слушай, я понимаю, что я очень, я выгляжу очень добро. Нет, я спортом тоже занимаюсь. Так что я попросил. Кстати, каким видом? Нет, короче, я тебе расскажу, значит, про бокс и борьбу. Значит, все же мальчики в Осетии борьбой занимаются. То есть вот бокс, ну, во времена моей юности он не был настолько популярен, но был замечательный зал на Закарпатье, и мы его делили с боксерами. И тренеры после тренировки, они, ну, дружили, вот, видимо, они говорят, давай. И мы спарринги устраивали, то есть боксеры против борцов. И, короче, на дистанции они нас били, вот, а когда мы сходились в клинче, то мы их бороли. И каждая тренировка, она началась с того, что люди из секции в секцию переходили. Но кто победил, тех больше становилось, короче. Вот. И потом я ушел, вот оттуда ушел, начал заниматься дзюдо, и на соревнованиях, короче, в моем возрасте, мне 10 лет было, не было детей моего веса. И мне присудили победу, я стал чемпионом города по дзюдо. Ничего себе. Вот это результат, я считаю. Я ушел. После этого я ушел из большого спорта. Ну, чемпионская карьера была уже. Кстати, а что было бы, если бы Сослан Плеев выбрал какой-нибудь другой вид спорта и стал бы в нем профессионалом? А давай посмотрим прямо на плазме. Сослан, мы подготовились на самом деле. И сейчас будет очень интересно. Первый вид спорта. Тренер, они глумятся над нами. Бокс. Вот что будет, если Сослан Плеев станет боксером. Ой, классная татуха у меня. Дальше смотрим еще другие виды спорта. Кто знает этот вид спорта? Вот это, конечно, я бы мог. Ну, вы не дали мне такую возможность. Дальше, следующий вид спорта. Синхронное плавание. Почему я без купальника? Вот. Так. Здорово. Прям в горы, подходящий вид спорта. И дальше. Вот. А это сумо. Это ближе, да. Ну и фехтование, наконец. Вот что было бы, если бы Сослан Плеев стал фехтовать. Ну не надо раскрывать секретов-то все. Ну вот так как-то мы поимпровизировали, подумали, пофантазировали, что было бы, если бы Сослан Плеев стал представлять другой вид спорта. Ну, какие наставления вот сейчас вы можете дать уже Сослану? Ну, я думаю, что это самое. Если мы завтра начинаем, то у нас тренировка начинается в 7 утра в Дендрари, в любую погоду. Так что мы вас завтра ждем. Утром работаем 2,5 часа, вечером немножко побольше. Я думаю, через месяц он будет конкурентным, Сослан будет конкурентным. Ну, там есть несколько тяжеловесов. У нас есть один турок, как раз твоего веса, и кубинец. Чуть полегче, но тоже тяжеловес. Международный уровень у нас. Да. Так что я думаю, что учитывая то, что у нас большой подбор спарринг-партнеров, тот же Хейтаг Маурав, там, Таир Келихсаев, через месяц будет на таком серьезном уровне. Слушайте, а нельзя сделать вот наоборот еще вот вариант? То есть вот спортсмены, я из них команду КВН сделаю. Мне кажется, это очень хорошая идея. Отлично. Почему бы нет? То есть просто выходят люди без конкуренции. Даже если не смешно, все смеются, потому что это опасно. Сос, ты подготовился? К чему?
К тренировкам это невозможно, капы. ты пойми, к этому невозможно подготовиться. Вы сейчас просто вывалили на меня информацию, и я сейчас думаю, то есть я понимаю, что у меня на месяц жизнь поменялась. Я же обещал. Ну да, просыпаться в 7, да даже нет, в 6 утра, чтобы в 7 уже быть на это не тренировке. вопрос. Когда у тебя 3 детей будет, ты вообще не будешь ложиться. Ну, все нормально. А как организм его может отреагировать на такие Так нагрузки? надо это самое пройти. Да, он спортивного сложения. Видите, он человек занимается спортом. Это сразу видно. Я вот поговорил с ним несколько минут, я с Усланом, и я сразу понял, что он занимался с детства. Я не совсем мешок. Нет, я вот долго не занимался. Занимался он с детства спортом. Занимался. Он сейчас занимается карате, он мне раскрыл, плавает, постоянно ходит на плавание. Так что, да. Так что организм к нагрузкам подготовлен. Через неделю вы его не узнаете, а через месяц он будет уже совсем в форме. Через месяц он нам отомстит за все, что здесь сегодня происходило, я так подозреваю. Я не буду вести эфир. Виталий Константинович, ну, пользуясь случаем, во-первых, я хочу поинтересоваться вашим мнением относительно турнира по боксу, который провел Мурат Гасиев. Как все прошло, мы показали сюжет, я думаю, зрителям было интересно. В планах ли у Мурата продолжать делать эти турниры ежегодными? Будут ли они еще проводиться? Да, классный турнир для юношей, там вообще было прекрасно, и подарки, призы, и сама атмосфера была очень такая. Мурату понравилось, он обязательно будет это проводить. И отмечать, хотелось бы отметить общий уровень. Общий уровень за последний год-два вырос сильно. И всех клубов, потому что после побед Мурата на бокс пошли не как раньше, которые не востребованы уже, там футбол, борьба, кто-то там не подошел, их выгоняет, потом они приходят на бокс. Такого нет. Сейчас уже одаренные ребята с детства приходят, родители приводят, так что очень хорошие одаренные ребята. В будущем будем надеяться, что вырастут большими чемпионами. Ну и под вашим руководством в том числе. Виталий Константинович, ну Мурат сегодня должен был присутствовать вместе с нами, но знаем, что в силу объективных обстоятельств этого не случилось. Он сейчас в Москве. Что там происходит? Расскажите нам. Там... В Инстаграме видео распространилось, это мы уже все видели. Ему сюрприз сделали, пригласили, не могут. Руководство Федерации бокса собрали чемпионов там, мира, олимпийских чемпионов. И пригласили, ему сюрприз сделали. Машину подарили серьезную, большую серьезную машину. Так как этот президент Федерации бокса Марк Кремлев сказал, говорит, это лучшему боксеру России, говорит, вот у нас подарок. Все чемпионы похлопали, никто вроде не обиделся, всем понравилось. Мне вот интересно, что мы подарим нашему СОСу в конце нашего эксперимента? Подождите, давайте мы доживем до конца. А потом я действую в твоих интересах. Во-первых, титул лучшего боксера передачи нашей. Это как минимум. Это же уже... Лучшего и единственного. Пока. Послушай, получается так. Я уже так завоевал титул чемпиона города по дзюдо. Может, это твоя судьба. Среди 10-летних детей. С детства спортивная закалка. Мастер сразу видит зерно во мне. Характер чемпионский или есть, или нет. Если уже завоевал что-то серьезное, значит характер есть. Все остальное наживное, мы поработаем, все будет нормально. Кстати, капитан команды КВН боксеров, вот он шутит очень хорошо уже. Он просто издевается надо мной. Я думаю, Таиру будет очень тяжело. А если вот Суслан на тренировках будет шутить очень часто, и Таир не сможет против него серьезно биться? Я очень серьезно буду к этому относиться. Честно? Не, Таир, он с юмором и такой смекалистый, я думаю. И он очень уравновешенный. Ну что ж, в ближайший вторник мы увидим, что из этого всего получится. Первую тренировку мы снимем уже на этой неделе. В добрый путь. Как-то со мной попрощался. Прекратите. В конце концов, я нужен еще живым. Нет, мы понимаем, что это начало большой спортивной карьеры. Этим месяцем все не отделается, не закончится, и потом будет все гораздо интереснее. Да, Виталий Константинович? Нет, на самом деле, я вам честно скажу, мне нравится бокс, правда. И он мне нравится не потому, что вот он мне вот сейчас нравится. Он мне, в принципе, всегда нравился. Я каждый раз говорил, надо же походить, это же интересно. И каждый раз вот что-то. Поэтому, когда поступило предложение от вас, я честно, сказал, я согласился. Единственное, когда они сказали, а тренировать тебя будет Слав. Я говорю, вы с ума сошли, это же мастер на самом деле. То есть ему же это как-то, ничего, ему интересно.
будет, наверное. Так что я готов. Ну, если бы в финале еще вот заключительный аккорд, чтобы через месяц с кем-то вот такого же уровня, с кем-то подраться. Давайте еще одного найдем. Давайте еще одного найдем. Только тренер будет другой. Кого больше всего не любишь? Да ну перестань, это же спорт. Конечно, я поэтому и говорю. Ну так нельзя. Ну, представьте, как красиво будет. Ну, вот, как звезды бокса или ринга, что даже показывали. Вот давайте вот прямо сейчас подумаем, кого можно. Вам концепцию человек придумал передачи. То есть мы сейчас берем такого же, как я, вот в плане бокса. Тоже его тренируем, немножко хуже, чем меня. Ахшар Дзубаев. С ума сошел, он такой здоровый. Он чемпион был города, по-моему, поэтому. Он тоже чемпион города? Да что ж такое? Настоящий. Нет, ну, Ахшар мой друг, я не могу его бить. Ну, правда. И он меня не сможет, наверное. Короче, это вам вот идея. Мы вам подарили концепцию передачи, а дальше вы думаете сами, будет у меня соперник или нет. Все, мы обязательно над этим подумаем. Заинтересовался человек. Хочешь подраться. Суслан, удачи в тренировочном процессе. Спасибо. Виталий, вам веселых, находчивых тренировок. Все будет замечательно, все будет интересно. Мы с Илоной с вами прощаемся. До новой недели. Спасибо, что были с нами. Занимайтесь спортом, будьте здоровы. Всего доброго.